Правду говорят, что чужая душа потемки. Властям Башкирской АССР в далеком 1969 году пришлось воочию убедиться в справедливости этой народной мудрости, а также в том, что истинный героизм не нуждается в саморекламе. Никто, даже близкие люди, не подозревали, какая фигура скрывалась под личиной обыкновенного сельского учителя Леместамакской средней школы Мечетлинского района Башкортостана Вафы Мустафовича Ахмадуллина. Его инкогнито нарушили лишь боевые награды правительства Чехословакии, доставленные адресату через 24 года по окончании войны. Кем же был этот скромный человек? За какие заслуги удостоился креста и медалей иностранного государства? И в чем причина длительного забвения его подвигов? Обнаружение знаменитого за рубежом, но неизвестного на родине героя войны вызвало тогда удивление и даже некоторый шок. Представьте себе, живет посреди вас человек, фронтовик, а тогда почти все мужчины были участниками войны, ничем не приметный на фоне окружающего социального ландшафта, молчит как партизан на допросе, и вот тебе на. Через 24 года после войны выясняется, что он – живая легенда, которую чехословацкие власти все эти годы днем с огнем найти не могут, и тем не менее заочно награждают медалями, издают книги, в которых описывается геройство некоего лейтенанта Василия Ахмадуллина. Еще 18 августа 1945 года по указу президента Чехословакии Ахмадуллин Василий Мустафиевич был награжден орденом «Военный крест» 1939 года за подписью генерала Людвига Свободы. Другим указом, подписанным в тот же день, он был удостоен медали «За храбрость», как говорилось в формулировке, за особую стойкость перед неприятелем в боях за освобождение Чехословацкой республики. В 1946 году Василий Ахмадуллин был награжден, опять заочно, памятной медалью партизанского отряда «Высокие Татры». В 1964 году юбилейной медалью в честь годовщины Словацкого национального восстания. Партизаны, с которыми он воевал, решили найти его. И на протяжении 20 лет они искали. Но они искали лейтенанта Васю. А он-то ведь Вафа. И он не лейтенант, а рядовой. После 24 лет разбирательств Министерство обороны СССР все же сподобилось отправить военному комиссару Мечетлинского района Башкортостана официальное письмо. «Направляю чехословацкие награды для вручения награжденному Ахмадуллину Вафа Василию Мустафовичу, начальник отдела по присвоению воинских званий офицерам кадра и награждениям генерал-майор Бабков». Так Башкирская АССР наконец-то узнала своего забытого героя. Мы о его подвигах узнали только после получения им вот этих больших чехословацких орденов, медалей и наград. До этого то, что он партизанил, то, что он был командиром, то, что он был... Впоследствии мы узнали уважаемым в Словакии человеком, мы, естественно, ничего не знали. Чехословакия вторично открыла его позже, когда в 1971 году земляк героя, писатель и журналист Резван Хажиев, опубликовал свой очерк об Ахмадуллине в главной газете страны «Руде Право». До этого чехословацкие власти находились в полном неведении относительно судьбы героя, не зная даже, жив он или мертв. А далее, что называется, прорвало плотину. По приглашению правительства Чехословакии он несколько раз посетил страну, где его встречали как национального героя, чуть не на руках носили, как вспоминал сам Ахмадуллин. Счастливый,
и, главное, заслуженный конец длинной эпопеи. Однако ее начало было далеко не радужным. В армию Вафа Мустафович был призван в 1940 году из деревни Сулейманово Мечетлинского района Башкирии. Башкир служил артиллеристом в звании рядового. Вот его фотография с товарищем неким Хановым, сделанная в январе 1941 года в городе Могилев-Подольский на Украине. Потом началась война. Подразделение, в котором служил Ахмадуллин, попало в окружение. Оказавшись в глубоком тылу противника, он и его товарищи пребывали в тяжелом расположении духа, даже в отчаянии, под впечатлением от страшных поражений Красной Армии. Однако они не теряли надежды соединиться со своими, чтобы продолжить борьбу с экзистенциальным врагом своей родине. О сдаче в плен не было и речи. Несколько месяцев Вафа скрывался на оккупированной территории. Семья, которая его укрывала в селе Зубари Киевской области, сумела даже выправить в немецкой комендатуре фиктивное удостоверение личности. Отныне он был Антоновым Василием Михайловичем. Лишь кончилась холодная зима 1941-42 годов и наступила весна, как Вафа Ахмадуллин с группой красноармейцев ушел в лес. Они сколотили отряд, раздобыли оружие и начали партизанить самостоятельно. Потом подразделение перешло под общее командование знаменитого Ковпака. Сидор Артемьевич Ковпак, командир первой украинской партизанской армии, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. Вафа был командиром взвода разведки. Он очень хорошо знал украинский язык, он выучил украинский язык, говорил достаточно хорошо. Причем вот в тех столкновениях, судя по его рассказам и судя по документам, где находился партизанский отряд, им приходилось вступать не только в боевые соприкосновения с немецкими частями, но и с частями ОУН, бандеровцами. Между тем, к осени 1943 года территория Украины была освобождена от гитлеровских войск. Как итог 1,5 лет боевых действий, Вафа Ахмадуллин получил высшую партизанскую награду – медаль партизану Отечественной войны первой степени, которой, как следует из положения, награждаются партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения. Большинство бойцов отряда имени Хрущева, в котором сражался Ахмадуллин, были направлены для продолжения службы в различные подразделения действующей армии. Однако он и другие разведчики, имевшие уникальный опыт диверсионной деятельности, были оставлены для службы в опергруппе Украинского штаба партизанского движения. И я служил уже начиная с декабря 1943 года по июль 1944 года в оперативной группе. Был заместителем начальника оперативной группы по хозяйственной части. В июле 1944 году готовилась одна группа десантироваться на территории Чехословакии. Наша оперативная группа в то время стояла в городе Ровно на Украине. И рядом с нашей оперативной группой, где мы жили, находилась школа ШОН. Это ШОН, школа особого назначения, где готовили диверсантов, тыловиков и их десантом отправляли в Польшу, Венгрию, забрасывали Болгарию, Чехословакию. Находясь в распоряжении украинского штаба партизанского движения, Вафа Ахмадуллин познакомился со старшим лейтенантом Евгением Валянским, формировавшим группу для заброски на территорию Словакии. Евгений Павлович Валянский, настоящее имя Хаим Борисович Коренцвит. В 1941 году попал в окружение, служил разведчиком в партизанской дивизии «Дедушка». В 1943 году был комиссаром разведки Сумско-Винницкого партизанского соединения. В сентябре 1944 года
был назначен командиром 2-й чехословацкой партизанской бригады «За свободу славян». Волянский и Ахмадуллин быстро нашли общий язык и подружились. Поэтому, когда первый предложил отправиться вместе с ним на задание в Словакию, второй, не раздумывая, согласился, хотя мог законно оставаться при штабе. В одну из групп не хватало 2 человек. Вот это командир, упоминали, командир Валянский. Евгений Степанович. Инженер. Однажды он приходит к нам в оперативную группу и объявляет: ребята, все бывшие партизаны украинские, имеете опыт борьбы. Может быть, найдутся желающие? Нам не хватает 2 человек. Я взялся, обратился к своему товарищу по Украине, и вместе мы служили в оперативной группе из Оренбургской области. Федор Яковлевич Тарапынов. Давай, Филя, мы же испытаем еще раз счастье. У нас опыт есть. А то надоело здесь уже жить в целом. 5 августа 1944 года диверсионная группа, состоявшая всего лишь из 15 человек, в том числе 6 словаков, во главе с произведенным накануне в капитаны Евгением Волянским, десантировалась в горах Низкие Татры на территории Словакии. Так началась многомесячная партизанская эпопея в глубоком тылу противника. Если раньше приходилось оперировать на обширных просторах, населенных близким украинским народом, то теперь театр боевых действий суживался до небольшого пятачка земли. К тому же никто не мог предугадать, как отнесутся к иностранцам тамошние жители, а ведь без их поддержки любые действия были бы обречены на провал. Что касается исторического контекста заброски группы Волянского в тыл противника, то он заключался в следующем. В результате так называемого Мюнхенского сговора между гитлеровской Германией, Великобританией, Францией и Италией территория Чехии была оккупирована немецкими войсками. Словакия, провозгласившая независимость от Чехословакии, превратилась в марионеточное государство, полностью зависимое от Берлина. В 1944 году словацкие патриоты, предвидя неизбежный крах Третьего рейха, стали готовить восстание. Шли с ними переговоры. Был представитель словацкого национального движения, который находился в Москве. Он летом 1944 года был выброшен на территорию Словакии к партизанам, которые там были уже, его встретили, и они начали готовить восстание. Советские разведчики, заброшенные на территорию Словакии, начали активно формировать партизанские отряды из числа словаков, а также военнопленных из различных стран. Было сформировано большое число бригад, одну из которых, 2-ю чехословацкую, носившую громкое название «За свободу славян», возглавил капитан Евгений Волянский. 29 августа 1944 года началось восстание. Однако силы оказались неравными. Словацкая армия действовала вяло, а разношерстные партизанские формирования не могли противостоять танковым дивизиям вермахта и войскам СС. В довершение ко всему, части Красной армии, шедшие на помощь к повстанцам, не смогли пробиться через Дукельский перевал в Карпатах, единственный вход в Словакию, спешно заблокированный немцами. Восстание захлебнулось. Наступала зима, горная местность, зима наступает раньше, выпадает глубокий снег, прятаться в лесах было практически невозможно, передвигаться. Все дороги контролировались немецкими войсками, которые хорошо знали местность, разумеется, авиация. Поэтому большая часть партизан прекратила боевые действия и вернулась как мирное население, спряталась в деревнях. Но часть партизан все-таки продолжила боевые действия.
Независимо от того, что изменилась погода, независимо от того, что их преследовали немецкие части, что немецкие части СС поднимались в горы и преследовали их, и приходилось там делать переходы, где только альпинисты могут переходить. Но это было. И вот одним из таких партизанских отрядов был отряд «Высокие Татры», которым командовал Вафа Ахмадуллин. Они не прекратили сопротивление ни на один день. Еще в августе, то есть в самый разгар словацкого восстания, Волянский отправил Вафу Ахмадуллина в горы Высокие Татры с тем, чтобы там организовать партизанское движение. Всего за месяц он собрал 150 бойцов. Отряд получил название «Высокие Татры», а организационно он входил в состав 2-й чехословацкой партизанской бригады, о чем было сказано в приказе о награждении Ахмадуллина Василия орденом Отечественной войны 1-й степени. В вопросе опубличивания биографии Вафы Ахмадуллина слишком много странностей, чтобы не заподозрить наличие некой тенденции. Например, Леонид Леонов, комиссар партизанского отряда «Высокие Татры», еще в 1957 году написал одноименную повесть. Однако его командир носит фамилию не Ахмадуллин, а Исмадуллин. Да к тому же он, оказывается, татарин из Казани. В схожем стиле зачем-то зашифрованы имена других персонажей. Известный словацкий партизан Ладислав Калина превращается в Владислава Малину. Другой пример. Президент Чехословакии Людвиг Свобода издал свои воспоминания от Бузулука до Праги, во втором издании которых действиям отряда «Высокие Татры» посвящается несколько абзацев, навсегда вписавших Вафу Ахмадуллина в историю Чехословакии. Однако в первом и третьем изданиях 1963 и 1984 годов они почему-то отсутствуют. Подсказку дает дата выхода второго издания – 1968 год. Год так называемой Пражской весны. Вероятно, именно в критический момент истории страны Людвиг Свобода решил напомнить соотечественникам, кто освободил их страну от фашистского ига, хотя в первом издании не собирался акцентировать на этом внимание. Во всем этом просматривается влияние определенной политической конъюнктуры. Людвиг Свобода писал: «У подножия Татр со времени словацкого восстания и до нашего прихода отряд из партизанской бригады «За свободу славян» вел очень активную работу. В его составе было 280 человек, вооруженных советским и трофейным оружием. Отрядом командовал опытный советский партизан Василий Ахмадуллин, а 24-летний словацкий парень Ладислав Беньо был начальником штаба». Ну, он там пишет, начальником штаба был 24-летний молодой Владислав Беньо, а отрядом командовал опытный партизан Василий Ахмадуллин. А опытному партизану было всего 23. Людвиг Свобода, генерал армии Чехословацкой социалистической республики, президент ЧССР в 1968-1975 годах. После оккупации Чехословакии с группой солдат отступил на территорию СССР, где из чехов и словаков был сформирован сначала батальон, затем бригада, а в 1944 году первый чехословацкий корпус в составе Красной армии, командиром которого был назначен. 23-летний Вафа действительно был к тому времени опытным партизаном, умелым и расчетливым командиром. Освоившись в горах, он и его бойцы, подобно беркутам, бросались с высот на добычу, забирая у врага при каждой вылазке десятки жизней, атакуя вражеские колонны в ущельях и долинах, взрывая железнодорожные мосты и эшелоны, поджигая танки и машины, уничтожая даже самолеты. По эффективности боевых действий отряда партизанского, который возглавлял Вафа, трудно найти. И если учесть, что там воевали местные жители, которые слабо владели воинской подготовкой, то его подвиг Вафы, он очень велик. Согласно боевой характеристике, товарищ Ахмадуллин своим подразделением уничтожил более 600 немецких солдат и офицеров. Уничтожено машин с разными грузами 25, орудий 10, танков 4, пущено эшелонов под откос 2,
Сбито 2 самолета, взорвано 2 железнодорожных моста. При этом отряд «Высокие Татры» за все время боевых операций потерял всего лишь 17 человек. Подобное соотношение достижений и потерь свидетельствовало о высшем классе диверсионной работы, особенно если принять во внимание чрезвычайную деликатность Ахмадуллина по отношению к мирному населению, каковую часто нельзя было ожидать от войсковых частей, не говоря уже о партизанах, для которых пустить под откос фашистский эшелон вместе с гражданскими пассажирами было проще простого. Вот в одном из эпизодов, когда был совершен налет на немецкий аэродром, а это было ночью совершено, и разгромлен гарнизон, сожжен самолет, население деревни утром рядом с этим аэродромом встречало партизан, как своих освободителей. И, разумеется, было готово сделать для партизан все. Но Вафа приказал, что все, мы свою задачу выполнили, аэродром уничтожили, гарнизон уничтожен, немедленно отсюда уходим, потому что найдется кто-то, кто докажет, что деревня нас поддерживает. И тогда будут репрессии против деревни. А мы их защитить сейчас не сможем. Поэтому мы уходим, мы сделали свое дело, выполнили задачу, мы уходим. Но чтобы деревню мы не подставляли под карательные действия нацистов. Вот это был очень продуманный шаг. И потом многие как раз вспоминали, что он старался сберечь мирное население. Таким образом, поговорка «лес рубят, щепки летят» была явно не про Вафу Ахмадуллина. Каждую свою операцию он тщательно планировал, просчитывал любые возможные негативные последствия как для отряда, так и для местных жителей. За это ему всегда были благодарны бойцы, которых он берег как зеницу ока, и гражданское население. Его отношение к военнопленным также отличалось гуманностью. Однажды отряд «Высокие Татры» захватил в плен целую роту венгров. Те уже прощались с жизнью, когда лейтенант Василий приказал отпустить мадьяр восвояси, предварительно разоружив и взяв с них слово больше не воевать против партизан и Красной армии. В конце января 1945 года отряд «Высокие Татры» был преобразован в полк, а уже в марте соединился с частями первого чехословацкого корпуса Людвига Свободы, выдержав многомесячный бой с превосходящими силами вермахта. Мне кажется, что Вафа Ахмадуллин – это герой, который показывает черту башкирского народа, который башкирскому народу присуща, а это именно тотальная скромность. Человек совершил немыслимые подвиги, но об этом молчал. И молчал многие-многие годы. Если бы случайно не узнали, никто бы и не смог. Никто бы и не вспомнил об этом. И вот, к сожалению, мы живем сейчас в мире фейков, когда люди, которых не существовало, или явления, которых не существовало, оказывают на нас большее влияние, чем настоящие герои и настоящие подвиги. И мне кажется, что необходимо к ним возвращаться, и мы должны знать реальность. После окончания боевых действий в Словакии Вафа Ахмадуллин получил долгожданный отпуск на родину. 9 мая 1945 года он встретил с отцом в Белорецке, куда тот был отправлен в трудовую армию. Родители долгих 5 лет ничего не знали о судьбе своего сына, считая его пропавшим без вести. Потом был еще 1 год службы в милиции на территории Закарпатской Украины, и лишь в 1946 году он окончательно вернулся домой, устроился на работу, завел семью и никогда, вплоть до 1969 года, не рассказывал ни единой душе о своей чехословацкой эпопее. Он считал, что если он вернулся живым, а многие миллионы советских солдат не вернулись, он считал, что этого достаточно насчет славы, насчет того, чтобы быть известным, чтобы о нем говорили, писали. Тут я никогда не помню, чтобы он этого добивался. Я думаю, что основная причина – это его личная скромность в отношении себя. Башкирт есть башкирт. В
В 70-х и 80-х годах Ахмадуллин по приглашению чехословацкой стороны несколько раз посещал места своей боевой славы, встречался со своими товарищами по партизанской борьбе, общался с жителями, удивлялся тому, что его принимали как национального героя. Кстати, непосредственный командир Вафы Мустафовича Евгений Волянский был официально объявлен героем Чехословакии, а в честь него самого в Татрах стоит стелла, на которой высечены слова «В честь партизанской бригады под командованием капитана Ахмадуллина». Как это контрастировало с отношением к ним обоим у себя на родине, в Башкирии и на Украине. Впрочем, не ради земной славы и наград сражались они. Они боролись с нацизмом просто потому, что не могли иначе. Человек, когда он служит кем-то, чем-то, где-то, он никогда не думает о славе. О орденах, о медалях он не думает об этом. Одна только мысль это защита Родины от врагов. Вот это главная мысль. И нашим девизом, что ли, была такая поговорка: ну, раз война есть война, одной смерти не миновать, а двум не бывает. Ребята, как раз помашем все рукой последний, что касается Татар. Нельзя сказать, что после рубежного 1969 года Вафа Ахмадуллин был обойден вниманием писателей и журналистов. В 1981 году вышла документальная повесть Резвана Хажиева «Беркут высоких татар», затем переведенная на русский язык Айдаром Хусаиновым и Зухрой Буракаевой. Также увидела свет произведение писателя Мусы Гали «Горы видят сны». Особенно ценным был опубликованный в Чехословакии сборник «Высокие татры в боях за свободу», в котором очерк Владислава Бенью, бывшего начальника штаба отряда, занял центральное место. Казалось бы, все предпосылки для того, чтобы отдать должное заслугам героя, были созданы. Но что-то с этим не заладилось. Видимо, времена были уже не те. В обществе нарастал скепсис относительно советской действительности, а он, в свою очередь, распространился на образы и сам нарратив о Великой Отечественной войне. Вместе с водой выплеснули и ребенка. Но кто нам мешает сегодня исправить эти ошибки? Ведь подвиги дедов и отцов не имеют срока давности.